Уважаемый господин президент, мы с вами, несмотря на все сложности, связанные с санитарными ограничениями и политическими, тем не менее находим возможность регулярно встречаться, общаться. Это дает хорошие результаты. Должен отметить, что все наши договоренности, которые были достигнуты в ходе вашего визита в Сочи в августе этого года, исполняются. Наши коллеги в правительстве и компаниях, которые занимаются практической работой, реализуют все намеченные планы. Это касается инвестиционного процесса, это касается строительства атомной электростанции АКУЮ. Работа идет по плану. Сейчас на площадке работает 20 тысяч человек. Мы входим в график, и, судя по всему, нам удастся выполнить наши договоренности и запустить к столетию Турецкой Республики первый энергоблок. Это в мае следующего года планируется завести ядерное топливо, что позволит нам зафиксировать очередной этап нашей совместной работы по этому направлению. Что касается другой энергетики, углеводородной, то поставки наших углеводородов, включая газ, идут в полном объеме в соответствии с вашими заявками. Мы осуществляем и транзит через Турцию в европейские страны. Турция оказалась самым надежным маршрутом сегодня для поставок газа в Европу. Благодаря вашей позиции, господин президент, нашей твердой позиции по строительству этой газотранспортной системы «Турецкий поток». Хотя и его, как вы слышали, тоже пытались взорвать на территории Российской Федерации. Но, слава богу, этого не случилось, и он успешно работает. Мы вчера на энергетической неделе, после консультации с вашим министром энергетики и с руководителем компании «Боташ», договорились с «Газпромом», я сказал об этом публично, если есть заинтересованность Турции и наших возможных покупателей в других странах, могли бы рассмотреть возможность строительства еще одной газопроводной системы и создания на территории Турции газового хаба для продаж в другие страны, в третьи страны, прежде всего, конечно, в европейские. Если они в этом, разумеется, заинтересованы. И в ходе работы этого хаба, который мы могли бы вместе создать, конечно, это была бы и площадка не только поставок, но и определения цены. Потому что это очень важный вопрос ценообразования. Он сегодня заоблачные эти цены, да, и мы могли бы спокойно регулировать на нормальном рыночном уровне, без всякой политической окраски. Значит, по другим направлениям у нас также работа идет активно, о чем свидетельствует уверенный рост товарооборота и в прошлом году, и в этом году. Благодаря вашим усилиям, господин президент, мы реализуем сделку, связанную с вывозом украинского зерна на внешние рынки. Думаю, что те страны, которые получают этот продукт, должны вам быть благодарны за это. Правда, небольшая доля, к сожалению, идет по продовольственным программам ООН в развивающиеся наиболее бедные страны. Но, тем не менее, то, что есть, это регулирует Организация Объединенных Наций. По другим направлениям, в принципе, мы осуществляем все наши предварительные договоренности. И рад возможности увидеться с вами еще раз на полях сегодняшнего мероприятия.